Усім привіт! В етері телеканалу АТR програма «Бугунь». Сьогодні я її ведучий Айдер Муждабаєв, і я радий, що сьогодні з нами разом на прямому зв'язку з Німеччини, з Берліна. Мій старий товариш, дуже класна людина, розумна людина, яка розуміється і на міжнародній політиці, і на політиці, якщо можна так назвати, яка відбувається в Російському рейху. Це Ігор Ейдман. Привіт, Ігоре. Привіт, Айдер. Я напевно перейду на трофейну мову, щоб тобі простіше було. Але настрій зберігаємо український, тим більше, що ти дуже проукраїнська людина. І коли кажуть про цих хороших і поганих росіян, я ці розмови не підтримую, бо є люди, а є не дуже. І на цьому це треба поставити крапку і від цього танцювати далі. І одразу тобі запитання. Твои дописи останнім часом твои посты в последнее время были достаточно оптимистичные по поводу того, что происходит в Рейхе, что там все рвется по швам, что все плохо и так далее. Не все читают тебя постоянно, хотя бы я всем рекомендовал читать Игоря Эйдмана на Фейсбуке, а Игорю Эйдману рекомендовал бы завести YouTube, наконец уже. Вот, да. Но так как у тебя нет пока Ютуба, а и Facebook читают не все, тебе придется пересказать краткое содержание предыдущих 180 постов своих про то, что происходит в России. Но в какой-то разумный промежуток времени. Времени у нас много, поэтому хотелось бы заслушать господина Эйдмана по ситуации в Русском Рейхе. Да, это хорошая идея, конечно, изложить 180 постов в течение нескольких минут или там нескольких десятков даже минут. Но я попробую. Я, кстати, еще хотел сказать, что YouTube у меня действительно нет, а есть Telegram. Я сейчас все больше пишу в Telegram, и там, кстати, выкладываю видео. Потому что в Фейсбуке вообще он все становится более и более сложен для использования. То есть для чего мы вообще ведем блоги? Да? Для того, чтобы нас читали. Так вот, такое ощущение, что руководство Фейсбука, оно крайне не заинтересовано в том, чтобы люди писали там то, что думают, а их, соответственно, читали. Я не знаю, в чем они там заинтересованы, собирать какую-то информацию для того, чтобы потом рекламу какую-то тупую свою втюхивать. Но в этом они точно не заинтересованы. Телеграм мне чем нравится? Он, конечно, тоже дурацкий достаточно ресурс, но там хоть не лезут, что называется, в душу, да, и не пытаются тебя там контролировать, что ты пишешь. Так что читайте меня в Телеграме. Тоже, вот, Эйдман Ньюс у меня называется канал. Что касается того, о чем я пишу, действительно хочется быть оптимистом. Я вообще как бы человек такой внутренне оптимистичный, и кроме этого я вот так вот гляжу на мир, да, таким оптимистичными глазами, что называется, с точки зрения исторического оптимизма, что, в общем, все как бы пройдет, и это тоже пройдет, горе, печали, и рано или поздно все как-то устаканится и станет более-менее, жизнь станет более-менее удоборима для потребления. Ну вот, и я на этом честно надеюсь, но помимо моих как-то субъективных желаний, есть и объективные обстоятельства, которые все-таки свидетельствуют о том, что вот этот кошмар, который сейчас творится, это безумие совершенно чудовищное, которое исходит из Кремля, исходит из России и отравляет фактически весь мир, и убивает людей в Украине, вот это безумие, оно все-таки не вечное, и оно должно закончиться в обозримом будущем. Почему я так считаю? Потому что градус этого безумия, он все время повышается, а этот процесс не может быть бесконечным. Безумие должно дойти до какого-то своего предела абсурда, и в этот момент уничтожить самого себя. И, собственно, в истории так часто было. Другой вопрос, что это влечет также, конечно же, и горе, жертвы со стороны посторонних абстрактных людей, на которые это безумие пытается свое влияние распространить. Вот что касается того, что происходит. Действительно, мы видим, что ситуация идет не по тому, как Путин любит говорить, все идет по плану. Вот все идет абсолютно не по путинскому плану, а все идет, что называется, в разнос. Они пытаются делать мину при хорошую мину при плохой игре и пытаются задействовать все возможные рычаги, уже все, какие только можно, чтобы как-то спасти, вытащить ситуацию. Но эти усилия могут дать только временный эффект. Потому что исторически они обречены. Почему они исторически обречены? Потому что мы видим, что они реально не смогли быстро победить осуществить этот блицкриг. Известно, все блицкриги, которые затягиваются, они заканчиваются поражением тех, кто их развязал. В том числе мы помним, то же самое было и с гитлеровской Германией.
Блицкригом не удалось осуществить против Украины. Украина встала, значит, мощно против них и эффективно стала противостоять агрессии. И мы видели, что в какой-то момент их агрессия захлебнулась, и мы видим, что сейчас Украина перешла в наступление, и мы видим, что российские власти вынуждены идти на те меры, на которые они, очевидно, не планировали, например, на всеобщую мобилизацию, на частичную, в кавычках, всеобщую в действительности мобилизацию, которую они начали осуществлять, которая явно ударит и по стабильности режима, и по его общественной поддержке, и по экономике, и так далее, и так далее. И мы видим, что ситуация будет продолжать затягиваться, и каждый месяц будет приближать победу Украины и конец этого режима. Я считаю, то есть вот по моей оценке, я сейчас просто действительно не могу все свои многочисленные статьи и посты повторять, и в аргументацию вдаваться не буду, но я абсолютно уверен, что путинскому режиму жить меньше года, меньше года. Я думаю, что, скорее всего, к следующему лету или максимум к осени следующий он скопытится. Сейчас у него последний шанс на эту зиму. Они ведут как бы сразу две войны, реальную войну против Украины и энергетическую войну против Европы. И они делают ставки на то, что вот они сейчас, значит, и заморозят Украину, и Европу, и, знаешь, в этой зимой, и потом все ползут на коленях там, к ним в Коносу, да, значит, просить о милости. Но этого, конечно, не будет. Я вот жил в Германии, но это просто смешно думать, что Германию можно заморозить. Это просто бред собачий. Вчера вообще здесь все в майках ходили. Это к тому, что у них какие-то представления, что без их газа мир замерзнет. Но мир без их газа не замерзнет, а мир без их газа освободится от их влияния и освободится от необходимости, и уже практически освобождается от необходимости платить им дань. Но что они там жить будут потом, совершенно непонятно. Потому что, как я уже говорил неоднократно, с Нового года они не будут получать ни нефтедоллары с Запада, ни газовые доходы. Они сами себе их большей части уже лишили. А компенсировать это за счет и Восточной Азии тоже не удастся. И это тоже сейчас уже видно. Потому что по закупке той же нефти не так быстро растут. В Китае, а Индии они были изначально очень низкие, маленькие. И очень сложно, чтобы Индия компенсировала закупки, которые идут из Европы, то есть продажу, которая идет в Европу нефти. Так что они останутся еще к тому же без денег. То есть без денег, без военной инициативы они уже потеряли и будут получать и дальше. И дальше что происходит? Произойдет, и это уже сейчас начинается, деорганизация этого режима. Значит, раскол в элитах и война всех против всех. Она уже сейчас начинается. Уже сейчас все авторитарные страны держатся на монополии государства на насилие. Вообще монополия на государственное насилие, это, кстати, не только в авторитарных странах, это вообще свойство любого действующего государства. В России эта монополия размывается. Уже множество каких-то частных армий, пригожинцы, кадыровцы какие-то жуткие... Но они ж пока все подчиняются фюреру, Игорь. Там единоначалие полное в конце-то концов. Ну. Да, они подчиняются фюреру, но они уже начинают вступать в конфликт друг с другом. Это, знаете, как во времена феодальные сословного государства, да, вассал моего вассала не мой вассал. То есть Кадыров, скажем так, люди Кадырова, они считают себя вассалами Кадырова, а Кадыров себя считает вассалом Путина. Но люди Кадырова не считают себя вассалами Путина. Это что означает? Что если условный Кадыров вступает с Путиным в конфликт, то все его подчиненные, все его клевреты, абреки и прочее, они тут же переходят на его сторону, не будут подчиняться государственной власти. То же самое могу сказать про другого герцога, да, такого руководителя наемной армии, это Пригожин. Более того, они сейчас в конфликте с регулярной армией, с подразделением Министерства обороны, и в любой момент эти конфликты могут, вернее, даже не просто в любой момент, а по мере поражений, которые неизбежно будет нести Россия в этой войне, по мере того, что они будут чувствовать себя незащищенными и будут понимать, что Путин их уже не является гарантом их безопасности, их доходов, там, каких-то сверхприбылей, они будут выходить из подчинения и начнут, и в какой-то момент начнется эта война всех против всех, знаешь, как классическая история. И я думаю, что эта война просто неизбежна. Неизбежно, вот люди говорят, на Западе тот же там Маск истерит,
вот там Путин ядерное оружие применит и прочее, прочее. Когда Путина начнут бить хвосты в гриву, он просто еще не успеет потянуться к красной кнопке, как вся его вот эта государственная махина, весь этот колос на глиняных ногах, он упадет и развалится. И начнется уже бардак и война всех против всех, и непонятно будет вообще, куда этот сигнал от Путина пройдет, кому, какой из его герцогов его примет, и что он вообще с этим сигналом сделает. И не решит ли он, что, скорее всего, продать голову Путина куда-нибудь в Гаагу взамен на амнистию для самого себя со стороны Запада, со стороны Международного уголовного суда и прочих инстанций международных. Так что я думаю, что все это будет продолжаться, этот развал по мере продолжения войны. Как я уже сказал, я считаю, критический период — это зима, надо пережить эту зиму, а к весне этот процесс пойдет еще стремительней, и если он не пойдет то этой осенью еще до зимы. Все это может быть, это рухнет и раньше. Я не исключаю, не поверишь. Хоть и сейчас пока вроде бы нет таких прямых признаков, но я этого тоже не исключаю. Но скорее это произойдет после зимы. Вот зиму переживем, путинская элита поймет, что шансов у них никаких нет, потому что они на эту зиму очень сильно надеются. А продолжать они противостояние с Западом, с миром, фактически и войну в Украине, они не могут. Они дольше, по крайней мере. Так что я Игорь, думаю, что бардак начнется весной, скорее всего. Игорь, вот буквально Украина признала, ну де-факто признала и де-юре независимость Чеченской Республики Ичкерия. Чеченская Республика Ичкерия признана временно оккупированной территорией, на которой Россия произвела геноцид чеченского народа. Такая формулировка Верховной Рады Украины. Это абсолютно правильное решение, потому что сейчас на Украину так или иначе смотрят все, и западные правительства, и так далее. И все равно в итоге то, что говорит Украина, говорит она правду. Вот. Оно так и происходит в итоге, да, то есть ничего это не зря. Сейчас, конечно, там они будут говорить на своих каналах, что это все ерунда, там Кадыров будет там топать, хлопать там и кричать и так далее. А на самом деле вот и высказывается идея, вот глава Международного комитета Верховной Рады сказала, почему бы нам не признать независимость других республик так, в составе так называемой Российской Федерации, установить контакты с людьми в изгнании, которые представляют собой, ну, там, сообщество, правительство в изгнании, там, Татарстана, там, еще каких-то других регионов, какие есть. Ну, просто начать, то есть задать вектор, чтобы не было вот этого, знаешь, потом, ой, мы конечно, были неправы тут, да, вот, но не надо нашу страну расчленять, вот пусть она будет большая, такая красивая, но вот с чеченцами как-нибудь сами разберемся там и так далее, и так далее. Вот стоит ли Украина подталкивать эти процессы и к чему это может в итоге привести? Но я считаю, что, конечно, совершенно правильное решение было принято о признании независимости Ичкерии. По большому счету, сама Россия де-факто признавала независимость Да. Ичкерии в конце 90-х годов, когда был известно заключен Хасавюртовский мирный договор или мирное соглашение. И, собственно, Ельцин, тогдашний президент, принимал руководство Чечни, и все как бы, то есть, по сути, они, когда Вторая Чеченская началась, я имею в виду российское руководство, грубо нарушило Ну, так же, как с собственное... Будапештским меморандумом. То же самое. Это история про Будапештский меморандум. Продемонстрировало, что для них все эти договора — это просто чисто тактическая цель. Они их соблюдают только когда им это выгодно, а как только это им становится невыгодно, они их не соблюдают. Ну, то есть это просто беспредел полный был, и, конечно, все правильно сделала Украина. Что касается других республик, там есть, знаешь, какая-нибудь проблема небольшая. Непонятно субъект, кого признавать. Если у Ичкерии есть некое правительство в изгнании, да, во главе с Ахмедом Закаевым, значит, в Татарстане есть там небольшой комитет. Я знаю, у меня один из френдов в него входит. Он такой пожилой ученый, который живет в США. Замечательный человек, да, но, к сожалению, они по большому счету никого не представляют. Если Ичкерия представляет, то есть признать можно, но толку от этого Ну, никакого не но будет. это может быть рамочное решение о том, что Украина признает, например, в будущем, да, любую волю любого народа Российской Федерации на его самоопределение в составе своей территориальной автономии там, и так далее, и так далее. Да, может. Это запросто, я думаю, что хорошая идея. Вообще пора уже
признавать все, там, Белгородскую Народную Республику. А почему, кстати, только национальные республики? Например, люди на Дальнем Востоке, многие, во-первых, там есть традиция сибирского автономизма, да, там был такой еще Потанин, не путать его с олигархом Потаниным, был такой сибирский автономист, он как бы отец вот этой идеи сибирской автономии. Они в свое время хотели устроить в Сибири Соединенные Штаты. Сибири. Соединенные Не Штаты Сибири, и отделиться. там, ну, есть логика в этом, в том, что они типа как колонисты, ну, мы опустим, как там Да, оказались русские колонисты, но типа что-то похожее на Америку, это продвижение на восток, да, вот это все дела, только в Америке на запад, да? Вот. да. Но нет, сибирский не то что сепаратизм, но такое как бы представление о себе как о других. Они говорят, вот когда Россия, они раньше, по крайней мере, говорили, они имели в виду вот там, за Уралом, да, вот, а Сибирь это здесь. Во что это выльется, Бог его знает вообще, да, на что будет кто способен, но вот смотри, сейчас уже давай про отрезвление западных элит поговорим, насколько оно происходит. Вот там уже несколько заявлений, я видел заявление главы военного комитета Бундестага оборонного, я видел еще заявление там по министру иностранных дел о том, что строить систему безопасности с Россией уже невозможно, можно только от России, да, и все признают свои ошибки, ну хорошо, что хотя бы признают, и начинают как-то их выправлять, исправлять. Да, вот как этот процесс отрезвления тебе, как социологу, так сказать, еще и не на пенсии вроде, ты, поэтому рассказывай давай. Да, не, ну смотри, процесс это отрезвления идет довольно быстро. Фактически, знаешь, это как произошло? Вот 24 февраля, это широкомасштабное вторжение российское, она подействовала на немецкую правящую элиту. Знаешь, вот как когда человек напивается, ему иногда сильно, ему иногда так дают немного нашатырного спирта разведенного выпить, и он сразу моментально трезвеет. То есть это шок такой у него происходит, если он не умрет, то протрезвеет. То вот то же самое примерно произошло и с немецкой элитой. Другой вопрос, да, они сразу же запели тот же Шольц сразу, что все, теперь мы не будем больше считать, что мы чем-то России должны, что, ну, в общем, типа, пошли они нахер. В общем, смысл был такой. Вот. Другой вопрос, что при том, что они, в общем-то, протрезвели и поняли, в общем, с кем они дело имеют, и дело больше с Россией не хотят иметь, в том числе экономических каких-никаких дел. Это же идиот Путин, просто, ну, по-другому не скажешь, просто идиот. Путин, Медведев, они идиоты. Они надеются искренне совершенно, что они подорвали, значит, ветки Северный поток-1 полностью, а Северный поток-2 они так аккуратненько подорвали, что, в принципе, одна ветка работает, и через нее можно хоть сейчас начать качать газ. И, видимо, в их расчетах, да, они думают, что сейчас немцы, значит, у них возникнут вдруг сибирские морозы с какого-то бодуна, они начнут замерзать, и они, значит, попросят великого Путина, введи вот Северный поток и значит, 2, и качай там нам нефть, газ, значит, качай нам газ, я говорился, и мы готовы там типа на все. Никогда этого не будет в жизни больше, просто в жизни, все. Это уже абсолютно табуированная тема, только маргиналы какие-то могут этого требовать. И они от избавляются от отношений, но, с одной стороны. А с другой стороны, они все равно боятся. Они боятся ядерной войны, они боятся эскалации, и поэтому они все-таки боятся ну, помогать Украине так, как помогали, например, западные союзники Советскому Союзу, или американцы помогали Британии, Великобритании во время Второй мировой войны. То есть как бы сделать это просто, чтобы заводы, работали на производство оружия Украины, чтобы это был приоритетом для вообще всех, для экономики, для внешней политики, для оборонного курса. Они этого боятся все равно. И голоса эти слышатся. И Масков тут много, которые ноют, что не надо доводить до еще больше эскалации, бла-бла-бла. Не знаешь, мы теперь будем ни в коем случае, а то будет война и все такое, ядерная война. То есть вот это все-таки это не страх, мне кажется, он непреодолим. И только когда вот путинский режим, как я уже сказал, посыпется, и будет понятно, что там просто некому уже нажимать ни на какую красную кнопку, и нечему уже залетать, потому что все окончательно там разворовано и прогнило, и заржавело. Вот только, может, в этом случае они начнут себя вести достойно и смело.
Ну, смотри, сейчас российское террористическое командование, понятно, что спонукаемое фюрером, Мгм. устраивает террор энергетический. Они хотят нас завалить этими дронами иранскими, которые, кстати говоря, многие недооценивали, а они все-таки долетают до цели. Да, вот сегодня Кирилл Буданов сказал, что 70% мы сбиваем, но 30% долетает, а количество их большое. Инфраструктурные объекты, безусловно, уязвимы. Но, с другой стороны, это сложная система, которую так вот просто не вырубишь рубильником, да, в каком-то одном месте. Тем не менее, мы экономим, мы готовимся к зиме, мы не можем продавать электроэнергию Западу уже, то есть это тоже часть шантажа, да. Вот на что, Мгм. как вот влезть этим людям в голову, вот на что они рассчитывают? Ты даже, например, ты лично знаком с Кириенко был, да? Я очень слабо был с ним знаком, Ну, хоть мы и были земляки, и да. очень много было общих знакомых, но что-то меня вот Бог миловал, что Ну называется. вот этот Я как-то подонок, кто, от да, сближения к подонкам, хотя у да, него не было тогда репутации подонка, но да. вот что-то я, видимо, внутренне чувствовал, потому что у меня было множество возможностей с ним как-то сблизиться, но я почему-то держал дистанцию всегда. Ну, слава богу. Ну, просто, ну, хотя бы ты представление можешь иметь об их мыслительном процессе, да, вот фюрер и его вот эти всякие там окружения. Кириенко сгадал, вспомнил, потому что он прошел свой путь от либерального премьер-министра при Ельцине до ястреба войны, значит, он курирует политическую часть, по крайней мере, этого геноцида и так далее. Вот опять, даже трудно поверить, неужели они действительно думают, что кто-то к ним приползет на коленях после попадания в ТЭЦ, например, или после чего-то еще такого? Вообще эта тактика, ну, грубо говоря, это же тактика фактически террористов вот сектора Газа, Хамаса, да? Но у них менее точные ракеты, но у них расстояние поближе, там, да, они пуляют в небольшую территорию, да? И понятно, тут все другая система с ПВО и все такое прочее. Вот. Расчет действительно на то, что украинский народ сдастся, там, придет к Зеленскому и скажет: сдавайся, подписывай всемирные договоры, вот Илон Маск летит нам на своей ракете миротворчеством заниматься и так далее. Да, хотя, мне кажется, с Маском там что-то там личное, мне кажется. Но вот как им видится мир? Вот почему они... Мы же знаем историю Третьего рейха, как Гитлер до конца он верил, что он из-под Берлина перейдет в контрнаступление и снова возьмет Москву. Вот что там в головах? Вот при том, что сейчас мир не закрытый, информация с фронтов открытая, разведданные, ну, понятно все, да? Вот на чем основывается их уверенность в завтрашнем дне, если мы не имеем в виду дно, хотя какое угодно? Дело в том, что у них, конечно, никакой уверенности в завтрашнем дне нет, но они в данном случае ведут себя как крыса, которая загнана в угол. Они понимают, что им отступать им некогда. Почему? Потому что им всем, если они сейчас отступят из Украины, режим рухнет. По крайней мере, вот те люди, которые заморались сильно в войне, им просто крандец, им придется или сесть в тюрьму, или попасть в какие-то международные значит, институции, да, типа Международного уголовного суда, или их убьют просто свои. Они пытаются, как Гитлер, и Гитлер также себя вел, они пытаются, что называется, до последнего, да, отбиваться до последнего, атаковать, а вдруг что-то получится. Это же сумасшедшая Симоньян говорила, да, и очень интересно, она выдала, будучи что глупой тоже женщиной, она выдала фактически их взгляд на жизнь. Что она сказала? Она сказала, что если я сейчас перевожу с симоньянского Валепюка, да, на русский язык, что если мы сейчас отступим, то наши враги, то есть Запад Украины, не отступит, а нас додавит. А если мы сейчас не отступим, то есть шанс какой-то, что тогда они отступят. Вот они надеются, они же, этот же сумасшедший еще очередной Толстой, Петр Толстой писал там, что мы, значит, это забьем Украину, там, 18 век и так далее, так далее. То есть война на уничтожение, они хотят вести войну на уничтожение. И они надеются на что-то, что вот когда они будут вести на войну уничтожение, потом они еще могут атомной бомбой как-то грозить, и они как заставят противников как-то там с ними о чем-то там договориться. Но это, конечно, абсурд, с одной стороны. С другой стороны, иного у них выхода-то и нет. Что касается того же Кириенко, и не надо преувеличивать их интеллектуальные возможности. Они люди глупые все. Тот же Кириенко, да, который считался киндер-сюрприз, там, умный мальчик. Я вот разговаривал не так давно с одним тоже нашим земляком из Нижнего Новгорода, который вместе с ним в комсомоле работал, и потом работал и в других организациях тоже вместе. Он говорит, Кириенко просто типичный комсомольский босс, да, который выслуживается перед Чего начальством изволите, любой да? ценой. Чего изволите? Чего Так, изволите?
партия сказала надо, комсомол ответил есть. Все. Путин говорит, если бы ему Путин сказал, там, давай, то есть он не думает о будущем, он думает, как понравится Путину, как выслужиться перед начальством. Партия же сказала надо выслужиться. Он по-другому не мыслит, он не умеет так мыслить по-другому. Я что хочу сказать, что, конечно же, в правящей элите путинской чувствуется раскол. Я вижу людей, которые уже собираются явно А вот как-то слинять Игорь, из вот этого. давай вот Да. сейчас вот устраним это противоречие, по крайней мере, в моей голове. С одной стороны, ты говоришь, что они все вот эти люди, чего изволите вокруг фюрера, да, то есть он им скажет, там, Да. завтра не взойдет солнце, они скажут, да, завтра не взойдет солнце, да, там, или вот отменяем там дождь, там, или что-то такое. Но и тут же ты говоришь про раскол в элитах. Если элиты настолько безвольны, что способны только исполнять приказы фюрера, то о каком расколе, в каком виде раскола, в каких именно элитах может идти речь? Кто это? Военные, ФСБшники? Ну, понятно, что, кстати, вот и тут назначение Суровикина, этого маньяка, да, генерал-маньяк его называют, да, что, может быть, это, с одной стороны, он типа хочет более зверское лицо, значит, Рейха показать, вот начались уничтожения гражданских объектов, постоянные там массированные и так далее. С другой стороны, не было же командующего у этой геноцидной так называемой спецоперации, а тут вот есть, на случай чего, есть виноватый, например, да, вот. Вот как эта система, она взаимно уравновешивает себя, вот, и как она может выйти из равновесия? Вот именно система наверху, так называемой элиту, конечно, элиту террористов, скажем так. Да. Угу. Да, смотри, вот как можно поделить? Поделить просто по их поведению уже с февраля информация набралась. То есть первые ученики, которые, задрав штаны, бегут за фюрером и стараются изобразить из себя какой-то огромный энтузиазм, в связи с этим брызжут слюной, желчью, ядом, там, чем угодно. Значит, это кто у нас? Это у нас самые придурки большие. То есть безумный алкоголик, кокаинист Медведев, комсомольский босс Кириенко, ну и так далее. А есть такие ученики, которые двоечники, да, двоечники спецопераций, которые стараются отсидеться где-то на Камчатке, как говорили в школе в советской, и там, значит, пока идет спецоперация, что, значит, плюются друг друга, значит, бумажками, да, скомканными из трубочек, и чертят нецензурные слова на парте. Это Собянин, мэр Москвы, прежде всего, который наиболее ярко в этом качестве себя проявляет, премьер-министр Мишустин, значит, ряд министров таких квазилиберального правительства, если не большинство, включая там какого-нибудь Силуанова, там, например, или главу Центробанка Набиуллина. Так они Значит, же, у них же нет силы никакой. Ну, сейчас я договорю. Есть, например, Свердловский губернатор Куйвашов такой есть. Значит, их обвиняют, я мониторю там, в том числе и по работе, всякие паблики у этих военкоровские, патриотические, они там впрямую их кошмарят, там Собянин называет иноагентом, там, в таком духе. Значит, у них нет силы, да, безусловно. Но позиция так называемых силовиков, она не до конца прояснена сейчас. То есть, безусловно, ни один переворот, а-ля, вот, например, снятие Хрущева, он не может произойти без поддержки силовиков, как тоже снятие Хрущева, например, проходило, как помнишь, при поддержке Семичастного, который руководил КГБ, и министр обороны, по-моему, Малиновский тогда был. Так вот, собственно, безусловно, это так. Но и я думаю, в какой-то момент путинские... Вот есть как бы маргиналы, да, это первые ученики в этой школе безумные, это всякие Пригожины, Кадыровы и прочее, которые наезжают на системных статусных игроков, которые тоже, конечно, преступники, бандиты, но они такие статусные, они там бюрократы, они силовики, они давно высиживают свои кресла там в своих местах, естественно, ненавидят вот этих выскочек типа Пригожина, которые из другого совсем, из другого мира пришли туда, не из мира бюрократии и полицейщины российской, а из мира уголовников. Вот. Я думаю, что вот эти люди, да, силовики, они в какой-то момент почувствуют, что вот эти голодные волки, типа Пригожин и Кадырова, могут их сожрать, с одной стороны. А с другой стороны, что все кается в тартарары, и они могут объединиться вот с этими заднескамеечниками, с этими, значит, сидящими на Камчатке прогульщиками, типа Собянина, и свергнуть нахрен Путина вместе с его комарилей.
Я думаю, что такой вариант совершенно не исключен. Он еще был совершенно невозможен до 24 февраля, но сейчас, по мере движения России к военной экономической катастрофе, он становится вполне реальным. Почему ты так уверен в экономической катастрофе? Смотри, до сих пор получают много денег за газ и за нефть. Безусловно, эта война выгодна Китаю. Но это мое личное мнение. Вот я так считаю, что для Китая это проба сблизиться с Европой. То есть Беларусь они уже как свой плацдарм воспринимали. Но сейчас Россия все больше зависит от Китая. Да? Неопределенность Индии, это две крупнейших страны мира там, да, и так далее. Вот почему ты думаешь, что, да, Иран, пожалуйста, Иран какой-то, как все смеялись, а оказывается, он умеет делать какие-то дроны, которые, ну, показывают свою определенную эффективность, несмотря на то, что их сбивают, это что-то там не какой-то там потолок техники, да, но все равно, то есть и деньги вроде есть, и зарплаты огромные у военных, там, и за трупы платят, там, если там собаки не съедят, если там труп привезут и так далее. Вот почему ты так уверен, что они порушатся экономически именно с Нового года? А потому что санкции, по большому счету, настоящие, подлинные, они не начнут работать только с Нового года. Потому что главный источник доходов российского бюджета – это не что-нибудь вам, а прежде всего нефть и доллары, даже не газ. Газ тоже играет большую роль, но не главный. Нефть и доллары. Запад перестает покупать с Нового года нефть полностью в России. Значит, будет введена предельная цена на нефть, чтобы продавать нефть в другие страны, в тот же Индию, Китай, Россия могла с минимальным совершенно профитом, чтобы добыча нефти, которая в России дорогая, это в Саудовской Аравии или там в Эмиратах она дешевая, а себестоимость в России очень дорогая. И при падении цены на нефть она становится просто нерентабельной. Чтобы Россия балансировала на грани рентабельности при продаже нефти. И они, конечно же, не смогут отвести эти потоки, этот вот мост, да, нефтяной поток, нефтяной и газовый поток, который шел из еще Советского Союза в Европу, и это было большое достижение тогда, считалось Советского Союза, и более того, именно благодаря этому мы помним, да, что такое более не менее 70-е годы, там, сытый какой-то такой совок был. Все это Путин самостоятельно, это такой огромный выстрел в ногу из дробовика, из разрывной пули. Он это все порушил. И эти нефтедоллары, газодоллары и прочее, они получать не будут. Не будут с Нового года. Нефтепродукты там, по-моему, с 1 марта. Ну, то есть, как я уже сказал, к весне они лишатся потока нефтедолларов. Чем они, откуда они будут? И тот же Индия и Китай, конечно, не будут их спонсировать. Очевидно совершенно. Они уже используют трудности путинского режима, чтобы иметь дешевую нефть. Но да, дальше они будут и дальше его давить. Они очень обрадуются, что американцы ввели, и европейцы, потолок цен на нефть. Это значит, что они смогут такой же ультиматум поставить Путину и сказать: ребят, мы готовы, вы и дороже брать. Но вот еще дешевле, давайте еще да, ниже нижнего. да, Давайте. они, конечно, очень сильно будут рады этой ситуации, они будут использовать ее, но да, россиянам при этом, путинской России, всяким государственным службам останутся, в общем-то, крохи по сравнению с тем, что было еще в этом году. То есть санкции только начинают работать. Реально они начнут работать после Нового года. Все это пока только была, что называется, такая тренировка, да, примерка. Реальный удар будет в Новом году, как я уже сказал, к весне. Смотри, сейчас выглядит все так, что Путин рассчитывает вот на призыв, на сколько они там сумеют вооружить не только автоматами Калашникова, но как-то, мы говорили с военным экспертом, ты не военный эксперт, понятно, но насколько может сработать его расчет вот именно на пушечное мясо? С каким энтузиазмом люди идут. Вот я видел даже, мы же много говорим про тех, кто убежал из России, там до 500 000 называют, да, в том числе мужчин большинство, в разные сопредельные страны, но есть и другие примеры, как, например, сын трагически погибший Нижегородский, это же из Нижнего Новгорода, журналист Ирины Славиной, ее родной сын, которая сказала: прошу винить в моей смерти Российскую Федерацию, она сожгла себя. Уже многие подзабыли, но я думаю, что все слышали об этом, могут вспомнить. Так вот, ее сын пошел добровольцем родину защищать. Там члены партии Яблоко демократической идут защищать рейх. Значит, где, от кого защищать? Ну, нападать и терроризировать Украину, да? То есть вот как это в обществе выглядит? Ты же социолог все-таки по складу
ума и опыту жизненному. Вот с одной стороны, да, бегут, а с другой стороны, ну, наберут они сколько захотят, наверное, пушечного мяса разным способом. Хотя тот же Собянин сказал, что типа у нас закончен в Москве все повестки недействительные, кто не успел, тот опоздал на эту войну и так дальше. Что-то какой-то сюр происходит. И с другой стороны, Беларусь, там они все подвигают к вступлению в войну, там перебрасывают куда-то там войска, то есть какая-то движуха. На что-то они рассчитывают в военном плане в связи с мобилизацией. На что и чем это может обернуться? Ну, конечно, они рассчитывают, как обычно, да, как Россия обычно ведет войны, да, забросать пушечным мясом противника. Об этом, о мобилизации еще, там, не знаю, с марта, если не с конца февраля, все, значит, ястребы российские, они давно уже об этом поют свои эти трагические песни, что если мы не ведем мобилизацию, то Украина, нас, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Конечно, это какую-то роль сыграет, но я думаю, не катастрофическую, уверен, что не катастрофическую роль. Почему? Потому что мало современная война, да, мы же живем не во времена, там, я не знаю, не в каменном веке, когда можно просто схватить с земли камень, да, или там какую-нибудь палку с дерева и побежать воевать с ней. Армия должна быть, чтобы она была эффективна, чтобы у нее толк какой-то был. Она должна быть как-то обучена, как-то вооружена современным оружием и прочее, прочее. А насколько я понимаю, пушечное мясо заканчивается, но заканчивалось пока, до начала мобилизации, но заканчивалось и оружие, заканчивалось современное оружие. Чем дальше, тем его меньше. И мы видим, что используют уже вооружение чуть ли не времен Второй Но с мировой другой войны. стороны, вот Игорь, смотри, вот он сейчас закидывает огромным количеством этих дронов и ракет баллистических в Украину, да, большая часть их сбивается, какая-то часть попадает, наносит действительно ущерб там и экономике Украины и так далее. И причем эти же ракеты, в принципе, и дроны, он мог бы там, ну, как бы, если бы это была, ну, не то что террористическая, но хотя бы относительно честная война, хотя бы по правилам, да, то есть это, в принципе, против вооруженных сил такие вещи используются, да, одна сторона и другая. Вот. А он настолько в такой сильный град идет, такое впечатление, что он рассчитывает, что ему еще столько же подвезут. Хотя говорят, что осталось там 25-28% ракет от первоначальной численности, которая была на февраль, да? Но нет, есть ощущение, что у него есть какие-то запасы или какие-то договоренности о поставке каких-то ракет, что он сможет продолжать этот террор в нарастающем объеме или нет? Ну, я бы так не сказал. Если ты помнишь, что после вот этого информации о подрыве моста, на следующий день, я просто не помню какое-то число, была массированная действительно атака, когда что-то около 85, по-моему, ракет, что ли, было запущено. Ничего подобного они уже повторить не смогли. Они теперь швыряются по преимуществу дронами и по преимуществу ракетами малого радиуса действия, ну, в те города, которые они могут такими ракетами достать, типа Николаева и Запорожья, и дронами вот этими иранскими. Видимо, да, тут иранских дронов они, конечно, много закупили, но они могут, конечно, навредить Украине, но войну они ими не выиграют. И более того, я хочу сказать, сейчас пойдут, и они уже начали, поставки активизировались резко западного, и в том числе и против дронов. Я думаю, что этот вопрос будет решен. Другое вопрос, дело, что это, конечно, к сожалению, все очень медленно идет. Я думаю, вопрос будет решен. То есть, конечно, они будут продолжать наносить урон. Вот как немцы, да, с Великобританией. Они же пытались вести так называемая битва за Англию, да, она была исключительно велась силами Люфтваффе, силами авиации. И абсолютно Гитлер с Герингом, абсолютно так же, как и Путин, там, не знаю, с кем, с Шойгу или с кем он там, с Суровикиным этим, считали, что они так выиграют войну. И действительно много людей, конечно, убили, к сожалению. Были там и бомбежки жестокие Лондона, и там Ковентри и других городов. Но ничего они не выиграли, никакую войну в результате. Хотя, конечно, там было более серьезные разрушения намного, чем сейчас в Украине, в Англии. Тем не менее, британцы смобилизовались, дали им отпор. Не выиграют они так войну. Другой вопрос, все как бы цена, то есть поражение их неизбежно. Вопрос цены этого поражения. Цена этого поражения велика, и мы видим, гибнут мирные люди, это все очень трагично, просто приводят людей во всем мире в депрессию, а более активных заставляет помогать Украине. И это, кстати, тоже бьет, это как бы палка о двух концах. Да? С одной стороны, они убивают людей в Украине, с другой стороны, в результате этого Украина получает больше оружия. Потому что, например, после вот этих бомбежек, да, массированных Киева, резко активизировались поставки оружия, немцы даже зашевелились, французы зашевелились. Я уж про американцев не говорю.
Так что, как я уже говорил, да, это все такие, я считаю, что это предсмертные судороги агонизирующего путинского режима, который, да, к сожалению, стоит больших жертв и большой крови украинцев. Смотри, то есть, судя по твоей логике, в мировую войну с втягиванием в нее Китая, Индии, там, Северной Кореи, Сирии какой-нибудь там, да, то есть вот чтобы конфликт бы возник на других участках вот этого, ну, мы имеем ось зла, да, вот ось зла мы имеем, это Китай, Иран, Россия, КНДР, да, такие страны, как Индия, которые, ну, это такая ось подлости, равнодушия, что ли, да, количество которых не голосовали в ООН, да, и выходили покурить там или воздержались. И ось добра 143 страны, которые вместе с демократическим миром, там не только демократические страны, но просто страны, которые, власть которых за порядок мировой, а не за вот эту всю прелюдию и угрозу вообще уничтожения человечества, да. Почему ты оцениваешь, а вдруг вот, грубо говоря, завтра Си Цзиньпинь встает и говорит, мы единым фронтом сейчас выступим против проклятого Запада, и Ким Чен Ын такой начинает швыряться ракетами в Южную Корею, Иран, значит, забрасывает чем только сможет там Израиль, кстати говоря, я знаю, что русские открыто угрожали Израилю, они же не просто так Сирию брали, для давления на Турцию, для давления на Израиль, что, в принципе, говорит, мы можем в Израилю тут привести этих стражей исламской революции, и они тут будут бесчинствовать, пытаясь, ну, всяческим образом. То есть, почему ты не думаешь, что перерастет эта война в полноценную мировую войну? Хотя она сейчас, этот мир расколот, но вот все-таки почему невозможно, на твой взгляд, такой вариант развития событий? Да, ну давай по очереди, да, разберем эти страны, Давай. которые ты называл. Конечно, интересен тут прежде всего Китай, потому что ни Северная Корея, ни Иран это, в общем-то, не союзники для России. Какой-то от них прибыток можно получить, типа там дронов, но это все-таки мелкие достаточно державы с точки зрения военной. Китай, конечно, огромная страна, реально ведущая, одна из ведущих стран мира. Только Штаты могут с ней конкурировать или как-то на нее смотреть сверху вниз, что называется. И то, я думаю, это время. Но Си Цзиньпинь диктатор. Диктатор и жесткий диктатор. В Китае творятся всякие жуткие дела, особенно в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе. Это на Китай угрожает Тайваню, Китай насилует Гонконг. Но при всем при этом Си Цзиньпинь и китайские руководители – это рационально устроенные люди. Ты уверен в И этом? экономически, Ты уверен в этом? абсолютно. Но учитывая Си Они, Цзиньпиня, его абсолютную власть, ты знаешь, да, абсолютная власть возвращает абсолютно. Такой власти имел только Мао в свое время, как сейчас в Китае. Китай вернулся такой нео-Мао, такую ситуацию. да, но надо сказать, что он только недавно получил такую абсолютную власть, и он еще не успел как минимум развратиться, а лет ему много. Я надеюсь, что он просто до полного развращения не доживет. Это во-первых. Во-вторых, как я уже сказал, они все-таки рациональные люди, и тот Си Цзиньпинь все время демонстрировал свою рациональность. Значит, они рациональные люди, им нужна, главная их задача – это поднимать экономику Китая, развивать ее, поднимать. Они этим занимаются с времен Дэн Сяопина, с конца 70-х годов. И им совершенно не то, что не нужна война, потому что война убьет китайскую экономику, участие в войне. Им не нужны какие-то мировые катаклизмы. Потому что мировые катаклизмы, они бьют по мировой экономике, которая сейчас абсолютно взаимосвязана. И Китай в нее абсолютно интегрирован. Интегрирован еще больше, чем Россия, намного больше, чем Россия. Ему нужны Китаю рынки США и Евросоюза. Потому что если не будет рынков США и Евросоюза, куда они будут продавать Правильно, все Игорь, свои... правильно. Да. Но сейчас уже идут процессы, и Евросоюз об этом заявляет, вот Боррель, речь его знаменитая, и американцы открыто уже заявляют, что вот эта зависимость от Китая была ошибкой, ну про Россию вообще уже не идет речь, да, но что надо снижать зависимость от, диверсифицировать технологии и так далее, чтобы, ну вот дали Китаю технологии, там сегодня установили, или вчера там 6-миллиардную камеру слежения за людьми, да, вот то есть такой электронный ГУЛАГ, то есть Запад своими технологиями, это же не китайцы все придумали, да, вооружил, оснастил, и ракеты эти наводятся российские не потому, что там на коленях там их кто-то придумал, они где-то чипы украли, кто-то продал, да и Ирану кто-то продал и так далее. То есть, но вот эту интеграцию с диктатурами мир хочет разорвать. Так
может, Китай встанет и скажет: так вы хотите нас удушить, да, вы хотите нас вот это самое? Нет, мы сейчас пойдем в последний решительный бой, мы уже пол-Африки захватили, там, скупили там по-разному, да, мы там Россию вот сейчас поможем, она от нас будет зависеть, а Беларусь это просто наш форпост в Европе, и вот это будет такая, ну, гибридная, конечно, но китайская евросоюзская граница, и мощный Китай станет за спиной, даст кучу ракет Путину там и скажет: сами мы воевать не будем, но мы против такого вот несправедливого разделения мира, ну-ка давайте снова с нами садитесь, договаривайтесь там и все. Нет, знаешь, это к чему приведет? Это приведет к тому, что китайская экономика в этот момент потерпит просто глобальный крах. Вот глобальный, вот после такого заявления тут же, то есть биржа, все что угодно, юань, все пойдет вниз стремительно. И дальше что делать Китай? Что делать Китай в этой ситуации? Есть только один вариант. Вводите настоящую автаркию, да, ну пускай включая там Ну, Россию, которая вернуться к истокам, к Мао да, опять, к да? истокам, даже не к Мао вернуться, а вернуться к вообще политике китайских императоров, да, то есть закрытые государства взять, никто нам не нужен, кругом рыжебородые варвары. Но Да. они не для этого, извини меня, скупали страны Африки, очень большое влияние китайского. Понятно, что через спецслужбы, бизнеса там и так далее на страны Юго-Восточной Азии, там в Ну том же хорошо, они Сингапуре, будут, в ну Малайзии хорошо, очень много они, китайцев. В Таиланде да, много ну китайцев и так далее. да, ну хорошо, они там возьмут еще некоторые другие государства и закроют, и значит дальше Великая Китайская стена, потому что дальше Запад, да. Но они не готовы, китайская элита не готова совершенно жить в условиях социалистической экономики, в условиях автаркии и прочее. Не Но для это этого они скучновато, правда, это скучновато, нет. да, они не для этого десятилетиями делали реформы. У них не так же абсолютно, как у русской верхушки, учатся дети в Европе, также они абсолютно коррумпированы. Это, кстати, только у таких вот наголовых чмошников российских, они любят говорить: вот у нас коррупция, а в Китае там расстреливают за коррупцию. Там расстреливают кого надо, расстреливают, а родственников Си Цзиньпиня и там других его клевретов не расстреливают. И тоже они там все бизнесом занимаются. И более того, да, абсолютно, эти все члены Политбюро, их там все родственники или большая часть это бизнесмены и миллиардеры. Вот. Просто они, там идут всякие разборки, и периодически кого-то бросают, значит, провинившихся бросают, значит, собакам, и собаки их съедают, или кто там, я не знаю, КГБшники местные, китайские. Да вот. Но так там все тоже как бы не так просто. И они, конечно, не готовы на это абсолютно. А так как сумасшедших среди них нет, и более того, там очень высокий интеллектуальный уровень элит. Очень высокий интеллектуальный уровень политической элиты, это правда. Люди из китаеведы, значит, специалисты по Китаю, я много прочитал книг разных, и это совсем не те, кто симпатизирует китайской модели, они признают, что Китай – это авторитарное господство интеллектуалов. То есть эти партийные боссы – это интеллектуалы, это парадоксально, но факт. Никто даже себе не может представить, это там писал один чувак, который, ну, тоже эксперт по Китаю, учился там и так далее, что представляешь, что, значит, люди вот уровня Сечина, при этом они интеллектуалы. В России это представить нельзя. В России, значит, есть быдло, такое откровенное, хамское, и при них какие-то, значит, писаки, как они их называют. Это я еще знаю, как по работе в политическом пиаре в российском, писаки. Это всякие-то умники, которые им пишут всякие бумажки. А они их, значит, там, не знаю, подтягивая вискарик, они, значит, отвешивают им тумаки, чтобы они быстрее эти писаки им писали. А там вот интеллектуалы реально. Другой вопрос, что сейчас ухудшается состав элиты. Почему? Потому что в связи с экономическим ростом толковые, раньше все талантливые люди шли, не поверишь, что для России невозможно, значит, партаппарат, и старались карьеру сделать в государственной системе, а теперь уже последние там лет 10-15 они стараются идти в бизнес и в корпорациях делать карьеру, Но причем это тоже, международную. у них все корпорации на самом деле государственные, ты же понимаешь, это все. Нет, там по-разному, по-разному. Там, кстати, конфликт есть между корпорациями и крупными корпорациями. Например, Алибаба, вот известнейший, да, там я просто забыл его, Ма, по-моему, его назвал, Джек Ма, А что ли, давай, у забыл. нас мало времени Да, остается, да, буквально 5 минут да. остается. Поговорим про последние. Вот понятно, что М, война уже затрагивает приграничные м, регионы российские. И м,
Самый благополучный регион Центральной России, мало кто знает, кроме Москвы, это как раз Белгород. Да? Там это очень богатый, прибыльный регион, один из 8 регионов-доноров. Представляете себе, во всей этой огромной стране 8 регионов-доноров и 70 регионов-реципиентов, то есть как устроен бюджет. Да? Вот, там уже, значит, в Ейске самолет влетает, значит, летчик благополучно катапультировался, отправил на тот свет жителей там целого дома, вот, ну или половины дома. Вот, и так далее. То есть и тут в Украине уже заговорили про оружие возмездия, ракеты дальностью, украинское оружие возмездия, про ракеты дальностью до 1000 километров. Да? И с убойной массой вот этой заряда 75 килограммов, что больше, чем у этих дронов, и скорость другая, и все. И украинцы умеют делать оружие. И я думаю, что... Вот как ты думаешь, уже почувствовали они запах войны, россияне? Или им все-таки нужно еще что-то добавить в плане того, чтобы война пришла в каждый дом, не только через мобилизацию, а через воздушные тревоги, через такие вот вещи, к которым мы, конечно, привыкли в какой-то смысле уже, хотя привыкнуть к этому до конца невозможно. Да, во-первых, да, действительно, ты прав, война уже пришла в каждый дом с мобилизацией. Пришла она, причем физически практически, в виде военкома или там представителя военкомата с повесточкой. То есть если он не в каждую квартиру зашел, то может войти практически в каждую квартиру и даже на улице схватить подгулявшего там москвича или питерца. Правда, в Москве временно это прикрыли, в других городах эта вся практика происходит. Самое парадоксальное, что многие давали оценку, что вот придет война в каждый дом, и россияне начнут чесать репу и говорить, как бы, что все, хватит, мы Да заигрались. нет, да нет. Нет, но многие. Ничего, конечно, такого не произошло. Почему не произошло? Потому что, как я говорю, я в каком-то прошлом интервью говорил, да, у тебя в том числе, что если очень грубо, да, и приблизительно разделить население России, то там где-то примерно 15% людей нормальных взглядов, да, таких либерально-лево-пацифистских взглядов, которым против войны, которые против Путина, которые против агрессии, эти люди или стараются сбежать, или затихариться, но чаще сбежать стараются. Не у всех удается, там не у всех есть деньги и так далее. И так далее. Значит, еще 15% это коровенные фашисты, которые вот с такого плана Прилепинского, да, Стрелковского, Да, да. хохлов мочить, вперед, там, и 70% это болото. Это болото. Болото, которое абсолютно управляемое болото. Оно не имеет собственных взглядов, оно реципиент значит, телевизора, да, мозги к телевизору подключают, и информация прямо закачивается из телевизора, как на компьютер, в эти пустые, в общем-то, в основном мозги. Если завтра им скажут, что Украина это лучший друг России, они скажут, да, так и есть. Так вот, значит, парадоксально, но значит, эти, конечно, что здесь мобилизация вызвала? Да, эти 15% возмутились, кто сбежал, кто залег на дно. Я общаюсь с такими людьми из России, у меня есть такие приятели, знакомые. Да, мужчины стараются сбежать, женщины стараются, значит, не вступать ни с кем ни в какие дискуссии, потому что боятся, что их там возьмут за жабры. Ну вот, но тем не менее они есть, да. Те 15%, ура, вперед, и они идут, вот как ты говорил про сына Ирины Славиной, вот он, видимо, к этим 15% и принадлежит. Там отдельная тема, я, в принципе, не сильно был удивлен, когда он ушел, потому что она, в общем-то, была одинока, у нее и муж был крымнашист, Ну у да, Ирины. не будем в это, да. Да, не Адатина будем. была в своей Так семье вот, одиночкой, да, правильно. да, ну вот, но тем не менее это так, да, таких тоже немало, 15% масштаб страны это большая вещь, но большая масса. Но вот эти 70%, они не способны возмущаться. Подавляющее большинство из них абсолютно, как начальник сказал, надо так надо, как в одной старой рекламе российской. Ну надо так надо, чего там, купим, значит, сами купим себе там какие-нибудь берцы, там, значит, маск-халат, не Веревку, знаю, мыло, да, все да, возьмем с мы на собой. веревку и пойдем, да. А что изменит, если будет пуляться, если Украина начнет обстреливать эти города своим оружием? Она имеет на это полное законное право, потому что украинские города обстреливают, как бы это зеркально отражает. Но это, думаешь, вызовет для россиян какую-то панику или что-то, или тем более восстание масс какое-то по Ортега-Гасту? Ничего подобного, они скажут, ох, блин, что ж делать-то, вот хохлы нас теперь обстреливают, да, ну надо сильнее сплотиться, теснее сплотиться вокруг Владимира Владимировича и нашего руководства. Как я уже сказал, я надежды возлагаю не на восстание масс, а на
на раскол и полный, значит, хаос в элите, войну всех со всеми, смуту, который из элиты уже может передаться через те же частные армии на все государство. Ну, інтересний аналіз. Спасибо тобі большое, що долучився до нашого етеру. Будемо час від часу спілкуватися, бо ситуація зараз в розвитку, і вона не визначена остаточно. Лише єдине, що я абсолютно погоджуюся з Ігорем, що це гра Росії, вона абсолютно безперспективна, вона така тупікова і вона така відчайдушна. Ну і якщо кажуть, ну подивимося, що буде далі. Дякую всім, що дивитеся телеканал ЕТР та підтримуєте нас в будь-який спосіб. Це була програма Бугунь. Айдер Муждабаєв. До нових зустрічей. Дивіться ЕТР далі.